На самом деле тема такая очень серьезная, наверное, уже в какой-то степени, наверное, избитая, потому что, для меня, по крайней мере, не нова, потому что являюсь сегодня председателем, руководителем ветеранской организации многие годы. По сути дела, ветераны одними из первых, которые начали об этом говорить, с этим бороться, мало того, начали каким-то образом что-то делать. И сегодня, может быть, поэтому это одна из причин, почему сегодня Вячеслав Михайлович Газер поручил мне возглавить как раз вот такую группу в связи с этими случаями, о которых мы сегодня говорили, с Иваном Склеминым и с Андреем Байлицом. Вот, потому что сегодня действительно ветераны делают максимально, проводят акцию в армии служить почетно, открывают двери для родителей, для тех ребят, которые завтра пойдут служить, делаются памятки, по которым, согласно которых есть телефоны, всевозможные контакты, как себя вести в армии, когда они сталкиваются с неустановленными взаимоотношениями. Вот, создана комиссия права воина, права матери, которая сегодня работает с нашей войсковой частью. Вот, раздаются бесплатные сим-карты, чтобы наш призывник в случае какой-то экстремальной ситуации мог связаться со своими родителями. То есть мы сегодня максимально что-то делаем, но где-то что-то, видать, мы не дорабатываем. И вот эти случаи, которые произошли, трагические, страшные, в общем-то, для нас, для всех, с тем же Иваном, много о нем писали, много говорили. Это молодой человек, это не пацан, которому 25 лет, который учился в аспирантуре. Вот. Тем не менее, видите, так получилось, что он не воспользовался телефоном, не позвонил, то есть и то, что случилось, то случилось. Вот. Мало того, была создана комиссия сразу по этому делу. Мы выезжали, на место войсковой части, где это происходило. В принципе, встретились со всеми офицерами, посмотрели все бытовые условия. Вот. И выводы такие, что, в общем-то, каждый виноват по чуть-чуть. Я сейчас не буду делать выводов. Вот. Я думаю, что сейчас все, кто здесь присутствует, по чуть-чуть что-то добавит. Вот. То, что касается Байлица Андрея, вот такая же история. Замечательный парень, в общем-то, попал в полковой медпункт. Вот, и, по сути дела, 3 молодых человека, уроженцы Санкт-Петербурга, в общем-то, просто-напросто избили. Избили, и вот получилось такая вот самая. Сегодня это возбуждено уголовное дело, послезавтра, я думаю, что обвинение будет вынесено в отношении этих ребят. Вот, но почему это происходит? Вот я думаю, что это надо думать всем нам, всему обществу, вот, и делать какие-то выводы. Мы говорили, когда приехали с поездки в Москву, что нас поразило, что в воинских частях 3 раза в день замеряют температуру. Вот у меня копия подразделения Ивана Склемина. 3 раза в день замеряет температуру, записывают, расписывается командир подразделения, командир роты. И на самом деле контроль, который сегодня в вооруженных силах проходит, нас удивил. Поэтому как-то так подвести и сказать, что воинская часть виновата, ничего не делали по этому поводу, невозможно. Люди выполняли свои обязанности, может быть, где-то допустили какие-то нарушения, но в принципе, то, что мы увидели, нас удивило. И, на мой взгляд, достаточно много внимания уделяется вопросу здоровья солдат.